Почему «Кыргызское чудо» прозвали феноменом? Ведь, казалось бы, что тут удивительного? Целая плеяда выпускников ВГИК, получивших качественное образование в Москве, возвращается на родину, где до этого кино и в помине-то не было. Непаханное поле прежде неосвещенных и актуальных тем. Снимай не хочу. Вот тебе природа, камеры и Чухморов. Есть где разгуляться. Но теперь добавьте к этому сильнейшую партийную цензуру, где, не дай бог, в твоей работе разглядят скрытое противодействие союзным идеям, катастрофическая нехватка опыта съемки большого кино и местных профессиональных кадров. Первым выполнить эту тяжелую задачу по написанию сценария и съемке фильма, мастерски лавирующего между соответствием советским идеям и умелым подсвечиванием глубины кыргызской культуры, быта и тогдашних мыслей, взялся Мелис Айткулович Убукеев, в 1964 году снявший «Трудную переправу». Лента стала первой работой, которая от и до была сделана съемочной группой из Кыргызстана. Казалось бы, это первопроходец нашего кино, с которого отчасти и начался феномен «Кыргызского чуда». Почему мы не сделали ролик о нем раньше? Но в действительности о ней очень сложно говорить, ведь в фильме практически нет сюжета, он слишком линейный и даже немного примитивный. Ленту правильнее воспринимать как визуальную поэму с неочевидными диалогами, при каждом новом просмотре обретающими новый смысл, а также фирменной абстрактной эстетикой оператора Кадырджана Кадыралиева. С вами редакция Evidence Central Asia. Давайте взглянем на пророческое высказывание Мелиса Убукеева о трудной переправе кыргызского общества, которое оно не может выполнить и по сей день. Еще раз, сюжет картины прост и незамысловат. Если для современного кино незатейливый сюжет кажется чем-то немыслимым, ведь сегодняшнему зрителю нужна динамика, экшен и шьямалановские сюжетные твисты, то глубоким лентам вроде «Трудной переправы» это идет только в плюс, поскольку неспешное повествование в рамках простого сценария дает возможность камере создать необходимую визуальную атмосферу и натолкнуть на нужные размышления. Действие фильма происходит в 1918 году, когда советская власть еще не укрепилась на территории Кыргызстана, и повсеместно орудовали белые банды и феодальная знать, чувствовавшая себя хозяевами. В центре фильма Мукаш, юноша, направляющийся по заснеженным горам в город за светом знаний и грамотой, которые, по слухам, несли беднякам большевики. По пути он случайно забредает в разоренный аил, где знакомится с семьей недавно погибшего мужчины. В юрте проживают аксакал и старушка, ослепшая от горя жена погибшего, брат, мальчик, а также дочь погибшего по имени Уулджан, проданная местному баю. Уулджан влюбляется в Мукаша, и они решают уйти из аила, чтобы начать новую счастливую жизнь в городе, где прочно установилась советская власть. По дороге их настигает погоня во главе с бывшим женихом. Главный герой отправляет возлюбленную одну совершить трудную переправу через реку на лошади, а сам жертвует своей жизнью, чтобы отвлечь преследователей. На базе этого простого сценария авторы картины «Белые горы» разворачивают свое размышление. Да, второе название киноленты – это «Белые горы». Заплакал старый охотник. Он так страдал, что, увидев его горе, посидели горы, стали белыми. «Белые горы» Мелиса Убукеева как олицетворение холодной, безжизненной, застывшей во времени и пространстве тюрьмы, из которой нужно совершить трудную переправу наружу, во внешний мир. Мы видим это холодное великолепие зимы в первых же кадрах картины. Мукаш с трудом бежит в прохудившемся чапане по глубоким сугробам от белой банды. К счастью, его спасает от поимки большевик и, спугнув его преследователей, предлагает ему вступить в ряды красных. Большевик приятен и весел, он спасает главного героя, поет песню и обещает вместо его бесполезной палки нормальное оружие. Дай сюда. Не нужна она тебе. Да, брат, запугали вас шибко. Слышь, парень, хочешь бить беляков? Иди к нам. Дадим коня, винтовку. Будем воевать с контрой, с баями. Да, с одной стороны, это кольцо застывших белых гор, река, через которую нужно осуществить переправу, и город за рекой, где учат грамоте. Это олицетворение правильного идеологического выбора в пользу красных, а не белых, благодаря чему такие фильмы и проходили успешно партийную цензуру. Эта мысль для наглядности показывается даже в кадре, где большевик делает мини-переправу через ручей с Мукашем. Но с другой стороны, это ведь актуальные и по сей день мысли режиссера.
Разве мы не наблюдаем и сегодня людей, застрявших в своем сознании в этих непроходимых белых горах, рьяно защищающих свое устаревшее представление о мире, и которым, по идее, необходимо совершить трудную переправу в новый мир, полный прогрессивных идей и возможностей? Убукеевская мысль простирается за пределы идеологической романтизации. Это скорее очевидная, хорошо продуманная обертка, позволившая ленте выйти в свет. Эта мысленная рамка – горы, река, город – во многом пророчески описывает и сегодняшнее общество зашоренности и непринятия нового. Но в фильме также сквозит и мысль, что ради прогресса нужно чем-то жертвовать. Так же, как и Мукаш жертвует собой и спрыгивает со склона в реку, чтобы Уулджан присоединилась к каравану и добралась до города, так и некоторым в кавычках традициям придется кануть в лету ради прогресса. Мать Уулджан в исполнении прекрасной Бакен Кадыкеевой, несмотря на то, что Калым за дочь уже был принят от жениха, идет против обычая и тайно дает ей свое благословение на бегство, потому что терпеть не может Бая и хочет счастья для дочери. Верю. Верю я ему. Родная. Иди, дочка, с ним. Я благословляю вас. Идите. Прощай. Пора. Несмотря на уговоры остаться, Мукаш уходит, Уулджан тоже сбегает. В целом есть некое давящее ощущение того, что ее семья была оставлена позади, доживать жизнь в этих горах. Для того, чтобы идти вперед, чем-то пожертвовали. Эта идея довольно четко прослеживается в работах тех лет. Например, в том же «Пастбище Бакая», вышедшем парой лет позже. Но это подсознательное ощущение застоя, стагнации и необходимости каких-то кардинальных изменений нужно еще создать у зрителя. В этом, конечно, огромная заслуга операторской работы Кадыралиева. В картине нет ветра, практически все неподвижно, не только горы, но и деревья, любая растительность и даже облака. Это сразу же создает атмосферу безвременья и запустения. Для сравнения, взгляните на те же самые горы, деревья и растительность в других работах Кадыралиева. Это искусственное обездвиживание визуального пространства картины вызывает чувство изолированности от глобализационных процессов. Но в любой ленте нужна динамика, здесь она осуществляется посредством поэтических приемов кинопластики. Медленно сменяющиеся крупные планы задумчивых лиц, скорбная музыка, образ ослепшей матери, сумрачная тональность освещения – все это создает поэтически обобщенный образ эпохи слома старого мира и непонимания, как жить в новом. Предчувствие перемен становится неизбежным, и ее вестником является вода, вносящая динамику в этот застывший мир. В принципе, Кадыралиев всегда уделял воде отдельное место в своем визуале. Здесь же вода играет просто ключевую роль, не только визуальную, но и смысловую. Хорошая вода. Хочешь пить? Белые горы на протяжении картины незаметно для зрителя растворились, снег, превратившийся в воду, образовал реку и преграждает путь к свободе главных героев в попытке сдержать их в последний раз. Кульминационная битва добра и зла происходит в воде. Уулджан, благодаря самопожертвованию Мукаша, добирается до цели и не оказывается вынужденной жить в качестве рабыни у нелюбимого человека. Таким образом, хоть физически главный герой и погибает, но одерживает нравственную победу, являясь предвестником изменений. Хочу податься в город. Грамоту мне бы узнать. Грамоте научиться. Страшно в темноте. Вот наш волосной. Тоже грамотный. А на кой она ему? Мне бы ее. Описал бы я тогда сегодняшнюю ночь. Этот родник и тебя. Классический прототип героя, который хочет выбраться из сковывающих его стен, как Эрен Егерь, тюрьмы, как Энди Дюфрейн, или белых гор, как наш Мукаш.
А не выйти из заточения уже было нельзя, и на это прямо указывает Букеев, добавивший в фильм сцену, в которой Акын поет песню про старого охотника и его сына Карагула. По легенде, охотник утратил былую силу и зоркость и уже не мог прокормить маленького сына. В очередной раз он возвращался домой с пустыми руками и голодным желудком, когда вдруг увидел возле юрты красавца-козленка. Сдерживая эмоции, он припал к земле, начал осторожно подбираться к нему и выстрелил. Боялся промахнуться и не промахнулся. Когда охотник подбежал взять добычу, он увидел на земле своего Карагула. На сыне была одета шкура козленка. Заплакал старый охотник. Он так страдал, что, увидев его горе, посидели горы, стали белыми. По сей день бродит старый охотник в горах, все зовет своего Карагула. В легенде как никогда ясно показывается голод, который ждет народ в Белых горах изоляции от прогрессивных идей. Голод здесь показан как буквально, так и метафорически, как идейный голод. Даже ослепшей женщине это очевидно, но, видимо, не столь очевидно для ее близких, которые остаются жить в условиях постоянной угрозы быть обобранными волосным и выживать в голоде среди этих бесперспективных гор. Горе от потери близких забрало ее глаза, но с точки зрения мышления она явно видит больше остальных. Кто там? Кто-то вошел. Улжан обернулась. Оглянулся. Внученька дорогая. Плачет, кажется. Мать, ты тоже плачешь. Не надо. Мужайся. Пожелай ей счастья. Транзишн в светлое будущее начинается с желания освободиться, уважения своих традиций, культуры, мышления и быта, но и с прагматичного умения отказаться от балласта, если он тащит нас назад. Иначе нам не осуществить трудную переправу на тот берег. Пишите в комментариях, а какие идеи вы увидели в данной ленте. А с вами была редакция Evidence. Увидимся в следующих выпусках. В старину говорили, что люди переживут 3 времени. Время волков, время лисиц и, наконец, 3-е счастливое время. Время волков – это время наших воинственных предков. Время лисиц – это наше время. Счастливые времена впереди. Но чтобы дожить до них, люди должны, как это ни горько, перенести жестокие страдания.